Добрый день, с вами Сэм Мередит. Греция закрывает банки, вводит контроль над потоками капитала. Как это может повлиять на одну из самых слабых экономик Европы? Сегодня со мной на линии для обсуждения экономики Испании экономист-консультант в ING в Бельгии Джеффри Мин. Этим утром были оглашены данные по инфляции в Испании, которые указали на небольшой годовой рост. Темп роста скорректировался с минус 0,2% до плюс 0,1%. Как это отображается на общем состоянии экономики? Это говорит о том, что экономика Испании в хорошей форме. Конечно же, 0,1% – это неожидаемые 2%, но нужно признать, что Испания завершила 11 месяцев негативной инфляции. Еще в январе экономика сокращалась на 0,3%, поэтому 0,1% в июне – очень хорошая новость. Практически все экономические индикаторы в Испании в зеленой территории, включая уровень занятости, индекс потребительской и бизнес-уверенности. В апреле более 120 тысяч людей получили работу, поэтому мы считаем, что экономика Испании вошла в зону роста. В первом квартале 2015 года экономика начала расти. Показатель роста улучшился во втором квартале. На этой неделе мы отметили увеличение дохода от туризма. Этот показатель даже достиг рекордного уровня. Поэтому стоит отметить, что все элементы и все экономические индикаторы в очень хорошей форме. Они даже превышают ожидаемые уровни. If you look at tourism revenues, we saw this week too, they hit a new record also. So all the elements, all the economic indicators are in a pretty good shape, and they are beating expectations in general. So it's a good news for Spain. Министр экономики Испании Луис де Гиндос заявил, что экономика Испании растет в самом быстром темпе со времен экономического кризиса. В первые 6 месяцев года ожидается, что Испания будет расти с темпом 4%, что превышает показатель этого же периода 2014 года. Но насколько устойчив этот рост? Могу отметить два момента. Первый, правительство Испании начало проводить экономические реформы, улучшив долгосрочный прогноз по экономике страны. Принятая стратегия рассчитана на длительный период. Это может значительно ускорить рост экономики в долгосрочной перспективе. Но всегда существует оговорка. Оговорка в случае Испании – выборы в 2015 году. Поэтому в Испании воцарится неуверенность. Это может стать препятствием экономического роста. В этом году на экономику Испании будут влиять и другие факторы, включая программу количественного смягчения. Низкие процентные ставки, ослабление евро, низкие цены на нефть. Поэтому 4% – это преувеличение. Но в целом экономический рост будет выше среднего показателя еврозоны. Реформы должны продолжаться, и внешние факторы нужно принимать во внимание. And you can see that the quantitative easing is active, and it lowers the interest rates. The euro is particularly low. Also, oil prices are still low. So 4%, as De Guindos said, might be a bit exaggerated, but still the economic growth should be higher than the European average. Reforms has to continue. And short-term tailwinds have to be taken into account in this calculus. Сегодня Греция закрыла банки и был введен контроль над потоками капитала. Это значит, что для правительства Испании стоимость заемных средств возросла. Как сможет Испания справиться с негативным влиянием ситуации в Греции? Кризис в Греции нельзя игнорировать, поскольку он влияет на общий сентимент в регионе. Мы видим, что существует риск утраты уверенности на финансовых рынках в целом. Но Испания точно не Греция.
Эти две экономики нельзя даже сравнивать. Ввиду структурных реформ, сокращения количества проблемных кредитов, экономика Испании не должна быть подвержена негативному влиянию Греции, хотя в краткосрочной перспективе возможна волатильность. Because of the non-performing loans, for example, that are decreasing. So the Spanish economy should not, at least in the medium or the long run, should not be affected by that. In the short run, you can have some volatility, of course, but according to me, we will see only some short-run effects. Thank you, Jeffrey. Спасибо, Джеффри. Дорогие зрители, оставайтесь с Докаскопи ТВ. Goodbye for now.